Я с Айдаром знаком очень давно. Появляются те, кто страдают, появляются те, кого за это осуждают, да, виновные, наказанные, мученики. Если смотреть правде в глаза, башкиров-то вообще никто не знает. Уверен, ты был бы во многих там телевизионных шоу, СМИ, в проектах, непосредственно ты там когда-то и был. Там наложил бы на себя руки, либо еще что-то произошло бы точно. Знаю людей, которые сознательно не идут к тебе. И здесь вопрос, чью сторону мы займем и как мы пройдем эти ситуации, потому что мы впоследствии должны создать более сильное, более созидательное общество. Да? Собирательный образ там, всего народа должен извлечь какие-то уроки, и если эти уроки они не извлекут, то произойдут, возможно, какие-то печальные последствия. Надо учиться. Башкурттарым укул карак, да? Если брать архетип Салавата Юлаева, получается, да, этих же людей там сжигали деревнями, тех, кто участвовал в подобных восстаниях. Есть такой философ, очень опасный, его зовут Макиавелли, да? Вообще, для того, чтобы можно было манипулировать, тебе необходимо разделяя власть. Хочется начать с контекста, почему этот выпуск сегодня есть и зачем мы его записываем именно от себя. Я с Айдаром знаком очень давно, довольно, не знаю, 2015-17 года где-то. Вот, этот путь очень интересный, он проходил в разных городах, там, в разных контекстах, ситуациях, поэтому и, наверное, наиболее интересным моментом, в том числе и для меня, где у меня произошли какие-то определенные изменения в жизни, они тоже были связаны с тобой непосредственно. Вот это 23-й год, 9-й поток проектов пробуждения, там ссылки, все там описания мы где-то здесь вот ставим, чтобы было более понятно для контекста. Вот. И в целом я понимаю, что если, допустим, Айдар, на сегодняшний день ты находился бы в Башкортостане, да, это наша родина, откуда мы, что, наверное, тоже нас связывает, есть какой-то общий контекст. Уверен, ты был бы во многих там телевизионных шоу, СМИ, в проектах, непосредственно ты там когда-то и был, там успел это застать. Я понимаю, что в Башкортостане там с этими заслугами, которые у тебя есть, да, это спортивные достижения, Ironman, книга, проекты, этого в Башкортостане не хватает, и зачастую такие люди, как ты, я думаю, там есть запрос на таких. Но сегодня мы немного в другом контексте. Я думаю, в том числе та же аудитория, и не только та аудитория, которая из Башкортостана, она будет нас смотреть. Хотелось бы с тобой раскрыть много вопросов касательно локальных каких-то социальных, возможно, ситуаций, в том числе и более вопросов, касающихся личности, человека, духовности, потому что встреча с тобой для меня это была там тоже точка роста, зона роста. И помню, в 23-м году ты мне непосредственно говорил, что там твоя зона роста, она через духовность. И на самом деле случилось так, многое изменилось, да, в моей жизни, мое мировоззрение там очень сильно поменялось. Поэтому изначально хотелось бы начать именно вот с этого, про духовности, да, именно раскрыть понятие, критерии духовности, потому что ты часто про это говоришь, ты часто это транслируешь. Возможно, кто-то это понимает, а кто-то не понимает, поэтому именно как ты осознаешь, понимаешь эти критерии духовности. Критерии духовности. Очень приятно, что мы здесь все собрались, да? Действительно, контекст знакомства у нас прожил несколько этапов. Это как наше знакомство, наши отношения тоже, они такие эволюционировали. Я помню, с момента нашего знакомства Байрас мне всегда казался вот таким очень деятельным. Тогда еще грантами занимался, тогда был, по сути, в молодежной политике. То есть я тогда на тебя смотрел и видел в тебе уже какого-то определенного лидера в рамках, например, нашей идентики, в рамках, например, нашей национальности. Ты очень такой видный был молодой человек. Потом произошли определенные ситуации, обстоятельства, которые сподвигнули к определенным действиям, да, там к эмиграции, например. И человек, то есть, в какой-то степени это кризис, да, когда человека выбивает из какого-то когда человека выбивает из привычного состояния, то есть человек начинает испытываться определенно. И некоторые вот эти кризисные состояния не могут выдержать. То есть мы сегодня там обсуждали, да, когда ехали на этот подкаст, например, человек может быть очень умным, человек может быть очень развитым, у человека может быть действительно большой послужной список, но если у него не хватает какого-то, например, определенного элемента, то во время кризиса
его начинает ломать, его начинает штормить, и у него в жизни начинает все сыпаться, все, что он до этого собирал. Несмотря, да, на уровень послужного списка, на уровень признания, на уровень интеллекта даже человека. Ну, то есть, потому что человек – это такая динамическая система, которая состоит не только там, из состояния здоровья, не только из состояния и уровня там, интеллекта, IQ, но еще из несколько других аспектов жизни человека, которые очень часто не учитываются. И, по сути, если мы, ну, то есть в природе мы можем наблюдать, например, метаморфозу гусеницы, когда гусеница, например, там, через череду и последствия работы превращается в бабочку. То есть гусеница в моменте этого может не знать, но изначально гусеница живет, что-то там делает, и потом происходит определенное состояние, в которое она заново пересобирается. То есть очень тяжелый такой непростой процесс, когда, по сути, она превращается в кашу, когда он там набирается, и из этой каши она потом научится летать. То есть она сначала ходила, летать. То есть это процесс эволюции, да, физиологический. Человек вроде бы как, он как рождается, да, он рождается, в контексте каком-то семейном, в какой-то национальности, на него очень сильно влияет этот социум, родители, воспитание. Ну а дальше уже человек вроде бы там учится каким-то базовым потребностям, и в зависимости от его национальности, религии, он уже начинает как-то проживать некоторые сценарии. Может быть, из-за травм с родителями по отношению с этим. Какие-то есть гены, то есть человек может быть родиться с какими-то определенными патологиями, возможно, там какие-то особенности здоровья, физиологии. Но в любом случае дальше что происходит? Человек должен расти там, интеллектуально, и в какой-то момент он не должен проморгать, допустим, духовный рост. Сейчас об этом мало говорят, возможно, об этом начинают говорить чуть чаще. Почему? Потому что мы, то есть, допустим, живем там на том моменте жизни, когда в 20 веке Ницше сказал, что Бог умер. То есть духовность начала отрицаться, и вот эта светскость начала полностью взаимозаменять. Но вот этот слот, который под веру, под духовность есть, он никуда не делся. Просто человек начал его менять. И когда человек его не заполняет, у человека происходят определенные жизненные большие потрясения. То есть жизнь его начинает тренировать и готовить к чему-то. То есть и в какой-то момент времени, допустим, я на тебя смотрел, то есть ты очень там интеллектуально вырос, какие-то уже послужной список есть, но вот тот элемент, который действительно не хватал. И у тебя в жизни как раз-таки вот эти кризисы, они начались, там прям яркие кризисы, там что-то не получается, здесь начинаешь страдать, то есть потому что оторван там от твоей реальности, в которой ты был, потом по заработку что-то не получается, и только ты там женился в тот момент, и то есть и тебя начало очень сильно трясти, и если бы в тот момент как раз-таки ты бы вот эти уроки не прошел бы, тебя опустила бы по второму кругу жизнь, и она опустила бы еще с большей амплитудой, было бы еще больнее. Но на тот момент, когда я там сказал тебе про эту точку роста, ты тогда вообще не понял, то есть что такое духовность. То есть условно, когда ты говоришь про спорт, про Ironman, там цель ясна, задача ясна. Когда мы говорим про деньги, тоже цель ясна. Когда мы говорим про духовность, это нечто такое аморфное, нечто такое, что нельзя привести в какую-то форму, то есть, да, в какой-то объем ей придать. И это нечто такое, что человек должен самостоятельно прожить. Вот. Это такой опыт определенный. То есть это нельзя вот... Сиддхартха, вот есть книга Сиддхарта от Гессе, да, там есть момент такой, где говорится о том, что мудрость, ее невозможно передать. То есть ты можешь передашь знания, но не мудрость. То есть вот эта духовность – это определенный чувственный опыт, который ты не можешь его объяснить словами практически, ты можешь на него намекнуть. Вот. Потому что вот если вы начнете наблюдать за какими-то духовными людьми, со стороны максимально кажется, что это глупость, что это какая-то ахинея, возможно. Но когда ты сам индивидуально проживаешь этот опыт, ты понимаешь, о чем говорилось на самом деле. Да. То есть вот, поэтому духовность это его нельзя критериями описать, да, в какие-то рамки стегнуть. Но человек, человек, вот, во-первых, это необходимость в любом случае, да, в этом себя обрести. А во втором случае необходимо прожить его индивидуально. То есть у каждого вот этот свой путь в духовном развитии личностном получается. Здесь как бы я хотел тоже пояснить, то есть у меня в жизни происходили ситуации, как, то есть кризисы повторялись, они были
полицикличен, то есть ты много действий делаешь, но рационально, логически абсолютно все верно, там, сделай, там, не знаю, ты уже очень структурный человек вообще. Откликов, там, конверсия, там, 10% у тебя точно что-то получится, но, видимо, не получается. И когда, то есть очень такой рациональный подход, там, Айдар, скажи мне, что делать, скажи вот раз, два, три попунктно, да, я это сделаю. То есть постоянно такой подход зафиксировать, сделать, да, и тогда получится. По факту, оказывается, совсем по-другому, да, то есть когда говоришь, что, то есть через веру, да, а как, а что делать, зачем? И тогда была ситуация, похожая на тот момент, когда вот из фильма «Мирный воин», когда Дэна Милмана выбрасывают через мост, он падает, потом Сократ у него спрашивает, а что ты почувствовал? То, что ты видел, когда до этого он подходит к Сократу и говорит, научи меня, я хочу быстро, покажи. Да. Суетиться, торопится куда-то постоянно. То есть это же, по сути, аватар, то есть фильм прекрасный, да, аватар человека, который проживает жизнь сейчас, живет в 21 веке. Почему сейчас все говорят, что время ускоряется? Потому что человек постоянно торопится, ему важно успеть. То есть человек, когда с проблемой приходит, давай ее быстро решим, давай быстро это сделаем, то сделаем, непонятно, куда человек сейчас спешит. То есть вроде бы мы такие умные стали, но технологии нас ускорили, жизнь стала максимально быстрой, связаться можно, логистика быстрая, заказать продукты можно за 15 минут, то есть все можно сделать быстро, но при этом человек почему-то ничего не успевает. А куда он торопится, непонятно, да? И вот в «Мирном воине» как раз-таки показало о том, что вот необходимо уметь. То есть сейчас уже важно не все успеть, а важно еще в этом процессе научиться замедляться, чтобы вообще жизнь, собственно, прочувствовать, прожить, да? Да, абсолютно. То было так же, когда и ты немного уже по-другому смотришь на мир, то, что все движется, все как-то живут своей жизнью, есть эмоции, мир прекрасен, и все, что с тобой происходит, по сути, это такое некое благо. Ты написал книгу «В поисках источника», и там немножко даже пересматриваешь пирамиду Маслоу, то есть Маслоу ты тоже пересмотрел. Да, то, что первично все-таки вот духовная часть жизни, нежели там другие потребности. То есть можешь тоже подробнее рассказать? Вообще вот сам Маслов, то есть он Маслов, да, на самом деле у него есть русские корни. Да. Он сам впоследствии жизни, уже впоследствии дальше, когда проживал, он уже ее переосмыслил до конца жизни. То есть вот это очень тонкий момент, опять же, да, вот когда какой-то нарратив отправляется, какой-то тренд в мир, то есть запоминают просто то, что вот, запоминают какую-то очень удобную концепцию, да, что нужно базовые потребности человека закрыть. Ну, отсюда фраза, да, что богатый бедного не поймет, да, сытый голодного не поймет. То есть в этом тоже есть правда. То есть с этим сложно спорить, что очень сложно думать о каких-то духовных вещах на голодный желудок. Но как раз-таки с другой стороны, с точки зрения теологии, с точки зрения религии нас учат, да, что вот эти посты существуют, христианские, мусульманские, там, иудейские. Для чего? Ну, для того, чтобы человек как раз-таки умел думать даже во время голода о духовности. Но опять же, существуют, например, всякие военные подвиги, да, там условно, какие-то определенные, почему они совершаются, или почему человек там за мизерную зарплату готов идти на работу, хотя он может это осознавать, потому что как раз-таки, значит, есть у него какие-то, когда мы говорим про духовность, это не обязательно про духовность там, с точки зрения поклонения там, или молитвы, то есть духовность нужно рассматривать шире, возможно, даже это стоит рассматривать как смысл, какая-то смысл, то, чему человек поклоняется, то, во что человек верит. Поклоняется в более в широком контексте, не в прямом смысле этого слова, а то, во что человек верит и для чего он идет. И то есть и человека, когда он идет там на свою работу, даже если она для него не нравится, она низкооплачиваемая, например, или человек, когда продолжает делать то, что ему даже может не нравиться, значит, он находит в этом какой-то смысл. То есть если бы в этом вообще смысла не было бы, человек сошел бы с ума, там, наложил бы на себя руки, либо еще что-то произошло бы точно. Но из-за того, что это не происходит, или когда человек идет, допустим, условно, базовая потребность – это жить, там, крыша над головой, еда, но при этом человек способен идти на самопожертвование, то есть во имя чего-то, да? А если он это делает, значит, есть что-то выше, чем базовые потребности. И мы это тоже, например, в эпосе видим, да, в эпосах там, о Гильгамеше. В эпос Урал-Батыр мы это видим. Когда человек идет и занимается вот этим пожертвованием, значит, у него есть какая-то такая духовная потребность, которая выходит за рамки его материального тела. И вот как раз-таки Маслов в конце жизни это осознал,
и переосмыслил свою, собственно говоря, пирамиду. Вот поэтому первично всегда смысл. Вот. Только единственный вопрос есть, кто этот смысл заложил. Вот и все. То есть либо тебе его навязали, либо ты его, собственно говоря, осознанно приобрел. То есть только в этом вопрос с точки зрения человека. Вот и все. Вот если говорить про духовность, то есть я искренне верю, что твои проекты, они в том числе про это, но и знаю людей, которые сознательно не идут к тебе, хотя понимаешь, я искренне хочу, чтобы они туда попали, но сознательно туда не идут. Здесь появляется такая вещь, как, наверное, как гордыня. Наверное. Как она мешает нам, условно говоря, жить в этом? Гордыня – это вообще, мне кажется, смысл нашего существования, потому что если брать глубокую теологию, допустим, в авраамической традиции, это борьба между добром и злом. То есть, когда мы представляем борьбу между добром и злом, мы представляем какие-то очень далекие какие-то нарративы, какие-то далекие исторические факты. Мы как абсолютно зло воспринимаем только нацистскую Германию, Гитлера. Но мы никак себя с этим не ассоциируем. Либо мы читаем религиозные тексты, мы воспринимаем как абсолютное зло лукавого, шайтана, иблиса, сатану, и никак себя с этим не ассоциируем. Мы себя ассоциируем с таким ангельским светом. Человек вообще, в принципе, психологически настроен на то, чтобы думать о себе хорошо. То есть вот всегда человеческие защитные механизмы работают на то, чтобы защитить самооценку о себе, что ты такой хороший, а другие люди только могут быть подвержены вот какому-то плохому влиянию. Поэтому мы всегда очень сильно оценочны по отношению к другим, и по отношению к себе мы очень мягкие в этом плане, да? Не говорю, что это плохо или хорошо, это просто вот надо относиться как нейтрально, это есть. И вот основной нарратив как раз-таки, да, вот этого зла есть определенная гордыня. Это некий двигатель, да, можно назвать это эго, но на самом деле эго состоит не только из гордыни, там еще из множества элементов, но гордыня как основной, это один из основных таких элементов и инструментов, который, например, проявился при создании, условно, если мы воспринимаем сатану как абсолютное зло, на самом деле у него просто тоже такая роль, у него тоже судьба непростая, так скажем, да, у него такая роль ему выдвинута, в рамках которой он возгордился, да, что он лучше, чем человек, и отсюда началась такая борьба, такой антагонист, который до конца своей жизни он будет бороться против человека. Да, чтобы вот доказать, что человек порочный на самом деле. И мы видим, что человек действительно порочный во многом, да, и вот просто человек не понимает и не ассоциирует, что эта борьба идет внутри этого человека каждый день. Вопрос вот этой гордыни и человека. То есть если человека воспринимать как совесть, как душу, так скажем, да, как что-то нечто чистое, ангельское, то гордыню можно воспринимать такое. И каждый человек это подвержен. Эта борьба между добром и злом происходит в человеке, внутри каждого человека. И мы это видим не только в авраамической традиции, мы видим это в самых древних эпосах, сказаниях, легендах, это всегда есть, да, условно, опять же, эпоса Гильгамеша, да, то есть есть Гильгамеш, есть Энкиду, который там появился, потом у Урал-Батыра есть, там, Урал-Батыр, да, а есть Шульген, то есть вроде бы старший брат, да, мы это тоже разбирали, старший брат, казалось бы, он должен, наоборот, поддерживать младшего, да, помогать ему, но он видит, что у него лучше что-то получается, он начинает ему, Каин и Авелевская такая история, но больше, да, я бы даже сказал, Адам и Сатана, да, то есть, опять же, вот эта гордыня пошла, зависть. Поэтому, когда человек не может, допустим, позволить себе попасть в чье-то поле, человек просто воспринимает это как слабость. То есть, как я это приду там, и вот это сделаю, как я приду там, к нему на проект или еще что-то, да, это просто, это даже вопрос не про меня, это про самих людей. Да. То есть, да, это вопрос был бы про меня, если бы я по этому поводу страдал бы. Да, это уже моя проверка, но я от этого не страдаю, а я как бы понимаю, что люди могут от этого страдать, значит, это их задача, которую необходимо решить, потому что человек даже не подозревает очень часто, какова цена вот этой гордыни. Она может удерживать человека от счастья, от результатов больших и так далее. Вот. И если бы человек осознавал это, он бы, просто волка своего, вот это, какого волка ты кормишь, он просто волка этой гордыни кормит. Вот только в этом вопрос. Допустим, в рамках, даже нашей национальности, этого у нас очень много.
Да, и наше положение дел во многом объясняется, например, дел, собственно говоря, башкир, объясняется именно этим. Да? Это, ну, то есть это даже не только у башкир, это у тюрков вообще, эта гордыня, она очень большая. То есть у этого есть и плюсы, то есть это всегда две стороны медали, да, в рамках которого у этого тоже есть исторические, научные данные, потому что там, как это произошло. Но мы имеем, что имеем. Мы имеем, что имеем, да, вот поэтому это то, над чем мы должны работать. Я думаю, мы к этому еще вернемся, в целом про народ, да. Как это тоже проявляется, какие уроки мы из этого должны извлечь. Но понятие вот гордыни и возвышения человека, оно еще проявляется не только по отношению к духовности, она еще проявляется по отношению, да, к роду, но еще по отношению к родителям. Да, и сейчас вот если мы говорим про детские травмы, родители, больше как мейнстрим в инстаграмном таком мире, да, рассказывается, больше как приколы, но все-таки упускаются важные аспекты. То есть почему это важно? Почему важно, там, вне зависимости, какие бы родители не были, потому что мне кажется, ты очень ценно и классно это передаешь. Почему важно, опять же, не возвышаться, если правильно вот сформулировать вопрос, да, над родителями, условно говоря. Просто почему сейчас тема родителей так сильно обсасывается, да, это уже даже моветон какой-то, то есть говорить про это, потому что, ну, уже, мне кажется, даже чайник знает, что это влияет, то есть это даже моветон какой-то. Но при этом, ну, я понимаю, что вся психология на этом строится, во-первых, но при этом у психологии есть свои недостатки, потому что они не учитывают, что это не только родители, там очень много вот, они не рассматривают человека как очень большую систему. Вот, это во-первых. Но при этом надо пойти, вот условно, если мы состоим в теле, у нас, понятно, есть дух, если у нас есть стоит тело, надо понять, откуда пришло наше тело. То есть понятно, кто мы были до рождения. Понятно, что у нас был дух, он уже был до нашего рождения. Просто тело, оно наполнилось вот этим духом, да, рух или дух, и вдохнулось в это тело. То есть нам как-то судьбой было выбрано, что именно в этой семье мы должны родиться. То есть мы не выбирали, да, там, где рождаться, вот, и нас в это послали. Почему? Для того, чтобы, во-первых, воспитать родителей, то есть они тоже должны какие-то уроки извлечь, и воспитать самого ребенка, чтобы он получил какие-то задачи в рамках вот этой родовой системы. То есть это как начальная точка. То есть это как гонка, да, просто кто-то с такого-то места стартует, кто-то с такого. Это нормально, это порядок вещей. То есть мы не можем жаловаться на то, что мы родились в бедной или в богатой семье. Понятно, что все хотели бы там так. Но так нужно просто. Мы просто не видим, да. Мы просто смотрим, исходя из каждого человека, начинаем сравнивать, опять из-за гордыни начинаем страдать. И вот мы родились, и важно понимать, как мы родились. Мы не родились как Иисус, да, который там только от матери, да, без отца, непорочное зачатие. Мы родились от союза двух людей, да. Даст Бог, этот союз был в любви матери и отца. Естественно, в нас есть часть плоти и от матери, и от отца. То есть, если здесь рассматривать, например, очень грубо, то можно рассмотреть маму как принтер, папу это как данная информация флешки, которая подгрузила как-то этот союз, симбиоз позволил, да, родиться тебе. Но ты не тело. То есть человек просто привык воспринимать сейчас, особенно в том контексте материальном, в котором мы живем, что мы тело, но мы не тело. То есть тело – это просто инструмент, это как тебе машину, грубо говоря, выдали просто на период определенного пользования. То есть, естественно, ты будешь спрошен, да, как ты им пользовался, для чего. То есть, тебе он выдан тот, который тебе нужен. Это как христиане говорят, да, то есть ты несешь свой крест, то есть и несешь тот, который тебе нужен, да, ноша какая-то определенная. То есть вот поэтому, естественно, отношение к матери и отцу влияет, потому что они тебе тело это выдали, да, передатчиками этому тела стали. И здесь можно принять такую интересную параллель, очень простая, логическая. Если мама, она тебя, то есть чуть ниже своего сердца тебя 9 месяцев, то есть отец-то просто этого не проживает, мужчина этого не проживает. То есть он проживает просто как наблюдатель этого. А мама, она, естественно, да, она ближе, потому что она ближе к сердцу, она непосредственно эти процессы проживает, рождается ребенок, поэтому ребенок воспринимает маму как мир. То есть она, потому что в утробе, то есть ребенок рождается, то есть вот, и, естественно, отношение к матери, оно всегда будет непосредственно связано с любовью, с миром и отношением к этому миру. А отец – это внешний наблюдатель, то есть во время того, как ребенок рождается, сейчас понятно, что есть парные роды, есть такие понятия,
Но в целом базово он так сигареты курит и смотрит на ребенка со стороны. И он даже с ним пообщаться не может. Он с ним пообщается нормально, только когда тебе уже лет 6-7, он начнет тебя воспитывать уже в тот период. И ты его воспринимаешь изначально, да, то есть здесь уже немножко фрейдизм есть, но не без него, там тоже есть этот элемент, ты немножко воспринимаешь этого как человека, который у тебя пытается любовь матери отнять, и ты воспринимаешь его как нечто внешнее. Естественно, поэтому, но при этом отец всегда выходит на улицу, в лучшем случае, в хороших идеальных условиях, и зарабатывает мамонта, он завалил, и поэтому отношение к отцу влияет на там, заработок, на уверенность в себе, потому что он непосредственно в отношениях с другими людьми, условно, если в древнем мире, то есть они должны быть только толпой, кучкой собраться, и мамонта завалить, по-другому тебе не получится, то есть единолично. Поэтому это важно. Но при этом это такая грубая система, но она есть. Но некоторые просто думают, что только из этого состоит отношение человека. Но по факту существует очень много других систем, опять же. Отношение к родине не учитывается. А это очень важно. Мы с тобой над этим тоже работали. Например, отношение к родине, малой родине, к большой родине, отношение к народу, отношение к роду, отношение вообще к системе духовности, отношение к Богу, это прям, это уже вообще абсолют, да, то есть, и это не учитывается. Родители занимают важный элемент, потому что это отношение, такое очень важная часть элемент. И первично из-за этого легче всего начать с этого, потому что это легче всего объяснить и понять. Но в определенный момент времени человек, когда уже какие-то определенные процессы пошел, он должен дальше идти так же, учитывать, что система чуть больше и сложнее. Вот вроде такие простые вещи, то есть, по сути, нам с детства там про это рассказывают, более в примитивной форме, естественно, но осознаешь это каким-то годам, когда вот мне, допустим, уже 27. Ну, слава богу, да, что и хотя бы так. Осознаешь то, что и раньше были картинки, когда там сынок сначала там отец водит сына за ручку, помогает ему, все у него спрашивает, потом в какой-то момент сын становится, то есть не вообще другое отношение к отцу, то, что он более умнее, проходит некоторое время лет, и опять снова сын приходит к отцу. То есть, да. Я раньше думал, что эта картинка такая, это меня не касается. Типичный демотиватор. Да, не касается, оказывается, по факту во многих. И то есть везде так происходит, в очень большинстве случаев я сам вижу, как бы и со мной тоже подобное произошло. Да, и тоже было некой трансформацией для меня узнать такие вещи, по-другому на это взглянуть. Окей, в контексте, если возвращаясь как раз-таки разным социально-культурным процессам, которые происходят в мире, вообще в мире сейчас происходит очень такая большая суета, то есть везде разные есть локальные истории, там Ближний Восток. Мы живем в эпоху перемен. Да, видно, что эпохи меняются, и когда эпохи меняются, происходят вот эти, возможно, трансформации, да. Как ты думаешь, зачем все это происходит, да, по-твоему, и что важно в итоге, куда обращать внимание и фокус, вообще, что делать в такой ситуации, когда вся эта суета происходит, да, в контексте вот больших этих событий? Вот опять же, да, ответ на этот вопрос, любой поток и передача информации и ее объяснение зависит от уровня понимания зрителя даже, в первую очередь, да, то есть важно понять, кто нас будет смотреть, потому что то есть просто человек, допустим, если вот мы сейчас представим, что вот ты сейчас вопрос задал, и существует книга, на которой дан этот, то есть прекрасный ответ на то, как этот времена пережить и как действовать, как инструкция. То есть это же было бы замечательно, да? Ты эту книгу открываешь, там все написано. Чат GPT. Да, условно. Представим, да, даже не чат GPT, а вот просто книга. Да. И вот даже если... И самое интересное, что возьмут эту книгу 100 человек, 1000 человек, да, там в зависимости от наших, например, просмотров, там 1 000 000 человек, и все начнут читать. И самое интересное, что все эти там практически 1000 человек, каждый увидит что-то свое. И он увидит ровно столько, к чему он готов. Потому что, вот, опять же, даже от букваря можно чему-то научиться, от потока этой информации. Просто вопрос в зависимости от того, какой слой реальности человек воспринимает. То есть один воспринимает только верхушку поверхностно, другой чуть глубже, да, видит какие-то более глобальные процессы, третий видит уже очень глубокие вещи, очень зашифрованные вещи. И вот поэтому существуют линии передачи информации. То есть одна и та же информация может привести к разным ситуациям и действиям, потому что у каждого своя картина мира есть. И вот в рамках того, например, то, что я сейчас скажу, человек будет по-разному воспринимать. И поэтому я сейчас постараюсь объяснить
Вот базово. Вот мы сейчас живем, опять же, если воспринимать человека как материальное тело, просто вот самый поверхностный уровень, ну, не повезло, очень грустно, значит, хотелось жить в каком-то прекрасном солнечном мире. Но если воспринимать этот процесс глубже и понимать, что, допустим, условно, вот период трансформации, он же идет какие-то вот в зависимости от скорости, например, самый быстрый, вот если там, допустим, меняются мировые какие-то кондиции, меняются, то происходит война, например, как самый быстрый трансформационный путь чего-либо, какое-то очищение и так далее. Это всегда неприятно, но сейчас люди удивляются, как это в 21 веке война. Блин, война, она, во-первых, всегда была и всегда будет, потому что это как процесс. Но непосредственно почему она происходит? Потому что у человека эго существует. И вся мировая история, то есть она всегда себя как бы координирует, да, и она существует циклами, то есть просто время, есть интересная такая, хорошая такая арабская поговорка, ты мне даже напомнишь ее, да, если подскажешь. Это тяжелые времена рождают сильных людей, да, сильные люди рождают лучшие времена рождают слабых людей. Почему это происходит? Потому что тяжелое время, тебе необходимо быть максимально готовым, максимально мобильным, максимально адаптивным, максимально эффективным. То есть какие-то трудности, они человека очень сильно закаляют, тренируют, потому что ты должен очень много факторов учитывать в рамках построения мира. И самое интересное, что в трудные времена как бы очень много тьмы существует, но при этом человек, ну то есть те люди, которые проходят через них, становятся очень человечными. То есть, например, наши, вот, ну, допустим, сейчас очень сильно дискредитируется, да, вот факт, например, Второй мировой войны во всем мире сейчас, но по факту, то если просто хотя бы постараться представить, через что пришлось пройти нашим предкам, вот, например, на постсоветском пространстве, через голодоморы, через ужасные дефициты, через 10 детей, братьев и сестер, тебе там по наследству достается уже все очень плохое. Мы сейчас это даже представить не можем, потому что мы живем в такое время. Соответственно, они пережили это, поэтому они там оставляли определенные смыслы и установки будущим поколениям. Потом наши родители пошли, да, плюс-минус, которым уже сказали, вот, ну, они тоже прожили, то есть уже легче времена, понятно, кризисы, распад Советского Союза, да, все это прошло, то есть им пришлось тоже адаптироваться, но уже легче, чем им было их Мы вообще время, когда уже вообще интернет есть, доставки есть. То есть, причем даже самое интересное, что даже если человек даже не зажиточный, у него все равно смартфон есть плюс-минус. То есть, даже человек бедный, может быть, из бедных, у него все равно смартфон есть. Да пусть там хоть Redmi, там какой-то Android, но он есть, у него есть доступ в интернет, а интернет, что доступ к знаниям есть. То есть даже в моем детстве, там в каком-то, надо было идти в библиотеку, там книгу, тебе могли не на дом выдать, ты должен был там сидеть, чтобы там что-то переписать и уже из этого реферат подготовить, например. То есть это в начальных классах. Потом уже интернет, уже легче. То есть поэтому мы максимально мягкотелые. А дальше еще проще, да, пошло. Поэтому для того, чтобы этот цикл, он поддерживался, сейчас определенная там эпоха пошла, и мы в эту эпоху просто попали. То есть, можно действительно воспринять нас как поколение более, мы можем воспринимать себя как угодно, мы хотим себя воспринимать более продвинутыми, умными, но не точно не мудрыми. То есть, если там нашими бабушками, прадедушками, прабабушками пообщаться, условно, если есть такая возможность, да, но мы можем гораздо быть умнее. Ну да. Но значит ли это, что мы меньше, чем они, попадаем в какие-то сложные ситуации? Нет. Мы умные, и мы умеем из сложных ситуаций как-то выкарабкиваться, а мудрые люди, они в них просто не попадают. Да. Потому что мудрые, то есть сказано там, говно не хавай, ты не будешь хавать, а ты умный такой, а мы это проверим. То есть, и ты идешь это хавать, а потом уже тебя очищать, выводить. То есть, ты умный, конечно, но ты в эти ситуации попадаешь. Вот. Поэтому человек путает мудрость и ум. Поэтому мы сейчас просто какой-то естественный процесс проживаем. И вопрос только для нас, да, мы родились, и мы не тело. А если мы не тело, значит, наша душа должна прожить определенный вот этот опыт, что-то из него взять, что-то передать. И здесь вопрос, чью сторону мы займем и как мы пройдем эти ситуации, потому что мы впоследствии должны создать более сильное, более созидательное общество, да, понять, договориться друг другу,
помочь друг другу, да, чтобы лучших людей воссоздать. То есть вот мы просто попали вот в такое веретено событий, вот и все. Просто вопрос, кто мы, где мы будем, это к нам вопрос. Да. Вопрос не к политикам, вопрос не к странам, вопрос не к этим процессам, вопрос к нам. Мы родились, и вопрос, где ты будешь, чью ту сторону занял, как ты проходишь это, достойно, недостойно, человечно или нечеловечно. И все, вот только в этом вопрос. Просто человек знак вопроса, вопрос неправильно задает. Почему я, почему мы родились, вот там, третье, десятое. Надо и себе вопрос задать. Как я должен это пройти? Некоторые подобные локальные ситуации происходят непосредственно у нас на родине. Да, то есть они тоже цикличны, то есть повторяются уже с давних времен. Раз в 100 лет. Вот эти вот восстания, потом голодоморы, репрессии. Да, разные формы, но суть остается примерно такой же. То есть люди, появляются те, кто страдают, появляются те, кого за это осуждают, да, виновные, наказанные, мученики разного рода. Мученики обязательно происходят. Недавно вот буквально произошли, то есть там вот эти вот баймакские события. Надо аннотацию сделать. Самые крупные. Да, политическое дело в России. В современной России считается более 100 там осужденных. То есть это вот огромное событие на самом деле. Да, и получается, что постоянно это происходит, сейчас еще что-то назревает, то есть там связано опять же с природой, опять же связано с землей, опять же связано с таким простым, наивным народом, который проживает в деревнях. То же самое повторяется очень много раз. То есть есть ощущение, что из этого народ в совокупности, как, не знаю, собирательный образ там всего народа должен извлечь какие-то уроки, и если эти уроки они не извлекут, то произойдут, возможно, какие-то печальные последствия. Что ты об этом думаешь? Вот я как психолог, да, или как человек, который занимается людьми, могу сказать, что важно стоять то, на чем стоит народ. Какие сказки народ изучает, какие мультфильмы смотрит, какую исторические эти изучает. Заезжаешь в Уфу, например, на поезде или на машине, ты всегда видишь огромный памятник Салавату Юлаеву. Во-первых, надо понять, что Салават Юлаев у нас это не единственный персонаж, таких героев у нас очень много. У нас вот вопрос героизма очень сильно поставлен. И вот в рамках, например, вот этого Салавата Юлаева, архетип Салавата Юлаева, то есть, во многих тюркских народах, там в том числе у казахов, институт батырства очень сильный, у кыргызов, там, то есть, на самом деле это у тюрков есть такая общая проблема, так скажем, даже, да, просто они там где-то независимость обрели, вот, допустим, про Салавата Юлаева, например, поговорим, у тебя больше такая аудитория, например, и вот в рамках этого Салавата Юлаева мы видим, что он боролся точно так же, то есть это боролся во времена царской России, да, против там где-то какой-то экспансии, боролся, собирал, объединял вокруг себя. К чему это в конечном итоге привело? То есть, да, большое восстание вместе с Емельяном Пугачевым, но в конечном итоге он попал в плен, его предали. По-разному говорят, что это там. Я на самом деле иллюзий не строю по поводу того, кто предал там или еще что-то. Я считаю, что в любом случае это свой народ же предал. Опять же, это очень важно понять. Мы это наблюдаем циклично, то же самое сейчас происходит. Свой народ своего же предал, так скажем, выдал, он там отсидел, и народ ему там, он стал таким великомучеником, такой архетип Иисуса, когда ему там все отрезали, уши отрезали, нос отрезали, запрещали его именем называть и так далее. Но это именно до нас дошло. Все, вот это Салават Юлаев. И вот это архетип такого борца, который должен восстановить, дать свободу народу. Но мы видим, что это до сих пор продолжается. То есть вот эти циклы, то есть проблемы одни и те же, они не меняются. Практически с вилами там, да, какие-то повстанческие события, сепаратистские настроения появляются, потому что у нас народ, он такой, может терпеть до поры до времени, может быть, да, но потом он берет и начинает этот процесс заново. И заново все пошло. И у нас опять такие же Салават Юлаевы сидят, и можно по-разному это воспринять. Я воспринимаю это так. То есть в этом, может быть, где-то плюсы находят свои, да, но кто-то же должен сделать. Да, это можно. Но если посмотреть, из циклов нужно выбираться. То есть, условно, если вопрос из года в год, из столетия в столетие повторяется, значит, что-то, то есть есть какая-то системная ошибка, которая почему-то не исправляется, ни кем-то не осмысляется и так далее. И даже вот условно появляются какие-то борцы, они
выбирают старый путь, который ни к чему хорошему не ведет. То есть он опять все повторяется. Какая-то в этом есть наивность, такая какая-то детская позиция, как ребенок, который постоянно пытается против взрослого идти, но взрослый ему как оплеухи навешивает, и также он и продолжает это делать. И здесь то же самое. Возможно, это говорит о том, что не появляется какой-то взрослости, какой-то зрелости, да, и здесь, наверное, я хочу опереться на слова Мифтахиддина Акмуллы, на его прототип Абая в казахской степи. Надо учиться. Башкұрттарым укыл карак, да, то есть это о чем говорится? О том, что необходимо постичь какой-то определенный духовный уровень, интеллектуальный уровень для того, чтобы научиться выбираться из этих процессов на равных. То есть для того, чтобы ты мог хотя бы переговоры вести на равных, не просто вот с вилами идти, там, понятно, что там клин клином, но необходимо чтобы из этого цикла выбраться, необходимо чуть выше посмотреть на эту ситуацию. И изначально нам нужно переосмыслить те процессы, те архетипы, те смыслы, на которых стоит народ. И тогда даже без кровопролития, без каких-то больших тюремных там сроков, без каких-то тяжелых лишений можно будет вопросы по-другому решить. Причем самое главное, допустим, в угоду, да, тому народу, который там проживает. Просто есть ощущение, что либо люди не понимают, либо нет такого человека, который может это как-то разъяснить, да. То есть, это процесс, который, им необходимо заняться, да, вот именно. Я думаю, что он состоит как раз-таки в зрелости. А зрелость – это путь мудрости, путь набора определенных компетенций, путь мягкой силы. И он приведет к более большим дивидендам, к более светлому будущему, так скажем, а не тот, который повторяется из столетия в столетие. То есть, если проблема повторяется, значит, ты ее не решаешь. Да. То есть, и просто дальше будет все хуже. Да. Вот и все. Говорить, что история циклична, то есть, да, она циклична, но нужно выходить из этого цикла. Да. Абсолютно. Это вот, на самом деле, самое интересное, что это даже можно рассмотреть локально не только то есть, это просто уровень народа мы сейчас смотрим, да? Но этот уровень можно рассмотреть первично для самого человека. Когда, например, человек женится и каждый раз неудачно, ой, бабы там все такие. Или, наоборот, женщина там, каждый раз выходит на одних и тех же абьюзеров и не понимает, в чем дело. Значит, ты какую-то системную ошибку допускаешь. Либо ты каждый раз бизнес делаешь и каждый раз прогораешь, в долги уходишь. То есть человек просто, ему надо увидеть, а чтобы это увидеть, вот эту историю колобка, не играть, чтобы каждый раз там от этого ушел, к этому пришел, там, потому что суть не меняется, ты каждый раз какую-то западню. Возможно, тебе как колобку необходимо, то есть неважно, человек это индивидуально, либо народ, переосмыслить вот эти циклы, чтобы в них больше не попадать. Увидеть это. Да, я бы еще упомянул, там есть произведение, поэма, называется «Яну» на башкирском, да, это горечь, то есть огонь горит, условно говоря, там пылающий дворец, куда загоняется стадо овцов, потом поэт уходит в исторический контекст, смотрит то, что, вот, допустим, если брать архетип Салавата Юлаева, получается, да, этих же людей там сжигали деревнями, тех, кто участвовал в подобных восстаниях. Потом, через некоторое время, этот же народ снова идет там воевать вместе с Российской империей, да, то есть там потом происходит там в 20 веке голодомор, репрессии, потом этот же народ идет тоже воевать за, то есть, условно говоря, что-то где-то несостыковка как это будто вот бы. Есть же архетип, знаешь, чего? Когда Евклидов труд, да, или как это называется, когда камень в гору ты закатываешь? Да, это вот как, я забыл, вот из головы вылетел. Да. Это такой труд, как-то он прям, не помнишь, да? Да, нет, я припоминаю. Имя забыл. Да. Короче, ты как будто камень Вставочку пытаешься сделаем. каждый раз, вставочку сделаем, каждый раз пытаешься камень поднять на гору, то есть это труд бесполезный, он заново скатывается, и ты думаешь, что он что-то даст. То есть это, грубо говоря, по Данте, да, ты в каком-то кругу ада застрял, и ты из него просто не выбираешь. Да. Ты вынужден в этом кругу находиться, вариться в этом котле, бегать там, и ты можешь дальше пройти, но человек просто какой-то... Здесь просто это коллективный, да, бессознательное, мы видим, что они это выбирают.
Кроме архетипа Салавата Юлаева, да, на самом деле разного рода батыров, воинов, их достаточно много, но как ты уже упомянул, там, допустим, если брать образ Акмуллы, кроме всего прочего, более там самый яркий образ, кроме Акмуллы, это, наверное, Валиди. Я знаю, что ты тоже интересуешься там, его жизнью, тот путь, который он прошел, и у тебя есть мнение, что этот человек, то есть он вышел на другой уровень, у него это получилось. Да. Вообще, допустим, если говорить про Валиди, ну, существует очень много мнений по его поводу, да. Но если посмотреть, вот, спросить, а кто самый известный башкир? Что значит, вот, что самый известный башкир? Да, это означает, что этого человека, например, ну, каждый человек, да, ну, то есть каждый народ хочет гордиться кем-то, чтобы было какое-то определенное национальное достояние, гордость, да, которая сможет стать популярным, например, не только на той территории, в котором он живет, а чтобы о нем, например, если это батыр, ну, чтобы о нем слагали легенды уже другие народы, что вот он такой классный. И у нас, если спросить, самый известный башкир, вот как есть, да, ну, кто в голову приходит? Ну, у меня лично Валиди, если в историческом контексте смотреть. Да. Вот почему почему не Салават Юлаев? Потому что Салават Юлаев таких батыров было 1000, да. Но они все именно локальные, да, они вот в рамках там республики и территории. И просто ему памятник поставили, да, Зобнин там произведение написал, то есть это тоже определенная политпропаганда была, потому что там это архетип, который против царской власти, даже было выгодно это. И поэтому Валиди в голову приходит. А почему Валиди? Давайте разбираться. И к Валиди почему есть разные отношения? Кто-то считает его нацистом и связан там, с нацистской Германией. Кто-то считает его предателем, что вот есть там вот это национальное движение, которое он создавал, что якобы он их бросил и ушел. То есть, но давайте еще раз посмотрим на факты. Он самый известный и самый популярный, потому что если вы зайдете на какой-нибудь факультет востоковедения, неважно куда, хоть это будет в Турции, хоть это будет в Казахстане или еще куда-то, то есть Заки Валиди, это очень известная личность. Почему? Потому что он написал, например, историю тюрков в целом. То есть это очень сильные труды. А если бы он погиб там где-то на полях сражения, то есть о нем бы никогда не узнали, то есть это бы не было сделано, и у нас даже его бы не было. Вот, если смотреть правде в глаза, башкиров-то вообще никто не знает. То есть это удивительно, даже в Казахстане. Вот эти недавно только ребята с песни спели, то есть начали нас узнавать. А так по факту это страшно понимать. Нас 1,5 миллиона, да, там, по некоторым данным, еще больше. Да. Ни хера нас никто не знает. Более того, мы находимся в составе Российской Федерации. В России мы, по-моему, 3-й или 4-й народ по численности. Да, читается. Нас ни хера не знают. В Москве, Питере, конечно, башкиры такие, а это в России. То есть, мы можем говорить, какие необразованные, вы как-то учились. Да. Но у вас есть хотя бы один известный человек, который там прославил его? Нет. И это проблема чья? Это проблема людей, которые не знают, или проблема народа? Вероятно, проблема народа. Окей, теперь воспринимаем Ахмед Заки Валиди. Он в свое время, он как раз-таки показал вот этот эволюционный путь развития личности. В каком плане? Что он как бы боролся за права, то есть архетип Салавата Юлаева проживал, то есть мы это видим, кому лень читать, например, его книги «Воспоминания», можете хотя бы фильм посмотреть, причем даже не «Первая республика», а лучше даже «Шахзода Байбич». Да, то есть там больше раскрыт, хотя он про поэта вообще. Посмотреть, и мы видим, как он там сначала воевал, потом он понял, что там уже он какую-то работу проделал, он понял, что там уже нечего ловить, но при этом, представьте, какой его уровень, если его воспринимали на равных, так скажем, и вызывали такие личности, как Ленин и Сталин. Да, он вместе с ними катался. Он вместе с ними катался, пытался, Колчак, то есть, потому что там очень тяжелые решения принимались, то есть, какая сильная политическая фигура. Но он понял, что если он там останется, то есть можно воспринимать как угодно, это вот парадигма человека. То есть понятно, что люди, которые там, хотели увидеть очередного Салавата Юлаева, который погиб, но какой в этом толк? Это неэффективно. То есть просто, это надо мозги включать. Он смог отделиться, сепарироваться, и там очень четкий момент показывается, да, он точно так же в свое время, то есть это важно понять, от своего отца, отец, там ему все образование дали, отец его там хотел женить, и все там, и он там остался, про него бы тогда же даже у себя бы народ не узнали, но он смог уехать от отца, он сепарировался, отучиться, получить очень хорошие фундаментальные знания на тот момент, и увеличить свой кругозор. Много языков человек знал. Почему это удалось? Потому что он своевременно смог сепарироваться.
Это офигенный кейс. Следующий, второй. Он смог сепарироваться от республики. То есть понятно, что в душе он всегда об этом помнил, знал, но он пошел дальше, уже вышел из этой парадигмы башкиров, он вышел уже на следующий уровень развития личности, к тюркам, например. То есть следующий, да, то есть как этногруппе, да, и уже там вел борьбу на уровне там всего с басбанчами, там на уровне борьбы, вот это во второй части книги воспоминаний видно, Туркестана. То есть это второй уровень мы видим. И когда он понял, что и здесь все себя изжило, там с Энвер Паша, там они воевали, что все уже, то есть он все сделал, он выбрал третий уровень, выбрал путь науки. То есть смотрите, 1, 2, 3. И в рамках науки он уже и с Фрейдом пообщался, с Ататюрком общался. То есть это какой масштаб личности? Представляете, Фрейд, основатель там, да, ну, психологии так таковой, да, ну, масштаб личности. И именно благодаря этому, то есть есть памятники, улицы, день Зеки-Валиди даже в Турции. Уровень, масштаб. Но он мог еще дальше пройти, но на 4-й уровень он либо не успел, либо не захотел, да, то есть он уже внутри тюрков остался. Следующий уровень, когда он уже выходишь на уровень, типа, условно, первый уровень, там, я, например, там, Азаматов. Потом я там с какой-то деревни? Первый Иткулова. 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 Да. Иткулова. Потом я Баймак. Вот так вот, да, у нас много таких. Да. Следующий уровень. Я Башкортостан. Следующий уровень. Я башкир. Следующий уровень. Я тюрк. Следующий уровень, условно. Я мусульманин. Следующий уровень. Я человек. Следующий уровень после я человека. Я... Это высокое. Создание. Это ты уже и с животными на равных там. То есть вот они, эволюция, да? И чем масштабнее личность человека, тем он выше способен выйти за рамки вот этих вот. Я не буду говорить, это ограничение. Я не говорю, что этим не надо не гордиться там и так далее. Это не в этом вопрос. А в том, что человек, важно вот эти этапы проживать. И самый, знаете, парадокс в чем? Если мы воспринимаем национализм как феномен того, что тебе необходимо прославить свою нацию, самый лучший способ это сделать – от этой нации сепарироваться. То есть понятно, что важно своей идентичностью гордиться, уважать, знать. Это факт. Но для того, чтобы условно прославить, условно, если ты хочешь свою нацию прославить, тебе необходимо вырасти, да, вот, потому что когда ты начинаешь погружаться, чрезмерно сопереживать, ты идешь и скатываешься в архетип Салтулаева, и ты, то есть, ты неэффективно, это жестко, я говорю, такие вещи, но как оно есть, условно, если мы берем как самый высший KPI прославить свою нацию, что там говорили башкиры по всему миру, да, условно, то есть тогда тебе необходимо выбраться, то есть то же самое, видимо, у казахов, там, да, это вот Димаш Кудайберген, то есть свои там не признавали, потом признали во всем мире, там скриптонит. То есть это такие кейсы, да, когда они могут выбраться из этой парадигмы, но потом зато они их восхваляют. Потому что там, когда ты за рубежом находишься, там спрашивают, да, это повод для определенной национальной гордости, какая-то определенная такая опора, да. Они такие, я знаю. Потому что мы как общество, как люди живем же все равно на вот этих определенных стереотипах. А ты говоришь, Башкортостан или Башкир, что? Да. Это что? Это где? Это кто? Вообще непонятно. Да, в Узбекистане то же самое абсолютно, то есть я часто с этим сталкиваюсь непосредственно. Ну да, последняя песня, то есть это как признак того, что мы можем использовать, идентифицировать себя, говорит, да, там правда, вот это. Да. Еще касательно этой темы, понимание Родины и политики, то есть ты часто приводишь примеры тоже здесь Бродского, рассказываешь про него, то есть многие, в том числе и я, не разделяли это понятие. Как раз с тобой мы вместе поработали и немножко переосмысление произошло, возможно, тоже какие-то пути раскрылись после этого события. Вот, почему нужно это разделять, с твоих слов? Вообще, вот есть такой философ, очень опасный, его зовут Макиавелли, да? Вообще, для того, чтобы можно было манипулировать, тебе необходимо разделяя властвие. Это очень, очень известный нарратив. И очень просто вот разделить и отделить. Условно, если ты там, например, против
там, той политики, которая там проводится, значит, ты против Родины. Все. То есть это очень легко и очень легко упрощается, и благодаря этому очень легко манипулируется. Самое главное внутри человека создать определенное деление на свой-чужой, определенное чувство вызвать, и это позволяет манипулировать человеком. Причем самое интересное, что это очень забавно, что человек, вот, если он, грубо говоря, если ты там это не делаешь, значит, ты либерал. Но на самом деле либералов не поддерживаю, у них там тоже очень фанатизм, это просто другая крайность. То есть человека крутит от крайности в крайность и так далее. Причем против его воли. То есть если он здесь выбирается, ему приходится в тот отряд вступать. Типа в чью-то банду вступаешь, да, типа, то есть тебе где-то необходимо находиться. И это очень широкий предмет манипуляции. То есть и здесь вопрос, вот, не знаю, вот тоже наш уроженец, да, соотечественник, у него есть такая классная цитата из песни, причем такая пророческая: «Быть против власти не значит быть против Родины. Да. Я люблю смородину за запах». Там это Фейс, да? Иван Дрёмин. Причем это до периода этого он все это написал, и это очень классная фраза. И Шевчук про это поет. Ну, по факту так и есть. То есть важно заботиться о себе, а нам, как мужчинам, например, необходимо заботиться о своей пастве, о своей семье. Мы просто воспринимаем это только, вот причем методом силы, да, защищать, но еще есть понятие информационная защита, духовная защита. То есть мы тоже вот эту работу должны проделывать, да, те, какие нарративы в семье и смысл находятся. Потому что, когда у человека, например, если ему внушить чувство вины, там, и так далее, человека очень легко можно протянуть, и человек сам по себе начнет вымирать. То есть это просто одна мысль, да? Это как в фильме начало, да, то есть идея, самый, говорит, опасный вирус – это идея, мысль. То есть внутри человека она поселяется, она уже свое дело делает без его, может быть, даже ведома, да. Поэтому в рамках, например, понятия Родины очень важно понимать, что политика – это в любом случае, то есть у нее есть и плюсы, и минусы, да, ну, плюсы какие, ну, в любом случае, если политики не было бы, политики, ну, то есть устройство, то есть было бы в вакханалия хаос, анархия, то есть это тоже не есть хорошо. То есть понятно, что то есть революция – это не хорошая вещь на самом деле, то есть, потому что нас тоже постоянно пытаются, ну, то есть я даже не отрицаю интересы Запада здесь. То есть они есть, это факт. Там есть USAID, они свои интересы блюдут. Просто некоторые либералы думают, они какой-то розовый мир им создали, типа они думают, ну вот так вот все замечательно. Да по факту ни хрена. То есть вы просто вступаете в другую команду, которая преследует точно такие же интересы. И, ну, и они вам в случае вас опрокинут, да, потому что, ну, условно, если там говорить про англосаксов, они еще хитрее, чем вы думаете. То есть просто, условно, если мы прям берем русских, там тоже много плюсов, просто они-то просто более прямолинейные, так скажем, да? Сложнее хитрость применить. А здесь они, англосаксы, они еще хитрее. Вы даже не увидите, концов краев не найдете. То есть поговорка есть, да? Если два соседа ругаются, значит, вчера в гостях у них был англичанин. Вот, просто я такая, не больше. И вот в рамках политики, например, в рамках, почему необходимо отделять Родину от политики? Да потому что Родина, она, вот, допустим, условно, она тебя взрастила в любом случае, то есть в каком плане? Некоторые говорят, я не должен долг Родине отдавать, это понятно, да? Но все равно, ты на этой земле родился, ты не можешь ее не любить. То есть я вот даже всегда удивлялся, например, ты учишься в каком-нибудь университете или в школе, как бы там плохо не было, да не надо ее поносить. То есть ты там учишься, то есть я всегда не понимал, у меня с точки зрения понятийного аппарата это никогда не вмещалось. Понятно, что там много минусов, но ты там учишься, чувак, или ты там живешь, там, проживаешь на этой улице, понятно, минусов много. То есть другие могут это, ну, клеветать, но ты в любом случае там вырос. Даже если там все плохо, найди ты там плюсы. Как минимум, потому что ты там родился. Как минимум, потому что ты там вырос. Потому что, ну, условно, плохое отношение, когда так вызывает, это ты от этого, в первую очередь, ты страдаешь. И вот у меня, например, путь очень сильно метафизичный, мне даже, условно, зарубежье открылось после того, как я отношения, то есть мне очень много путей и возможностей открылось, как я отношение к родине поменял. Потому что, когда ты начинаешь отождествлять политику и родину, ты начинаешь страдать. И это тебе как раз-таки на уровне духовности, тебе определенные кранчики перекрываются. То есть потому что ты думаешь, там агрессия, она вроде бы рациональная, продуманная агрессия, да, там, если тебя что-то конкретно не устраивает, но на уровне духовности ты себя очень много чего лишаешь.
Потому что, например, мы связаны с Родиной не только с паспортами на самом деле, но паспорта – это просто материальный мир. Но мы не видим, как это духовно на нас влияет. Эгрегориально, слово эгрегор есть. То есть это как определенные нити невидимые. Почему, например, там твоя супруга вчера говорила, там, например, определенный день, когда наступает, условно, там Сиантус, да, она очень сильно ее уносит туда. Да потому что она нитями тонкими связана там. То есть это мы не видим, но это происходит. А потому что мир метафизики, да, мир там условно ангелов, мир там определенных вещей, мы его не видим, но оно существует, и этот мир гораздо больше, чем наш. Условно, лукавые, говорят, есть, да, просто мы их не видим. А это, то есть, это огромные миры, которые, они просто, мы этого не замечаем, то есть мы просто этого не замечаем, вот и все. И опять же, в целях нашей безопасности. То есть нам так спокойнее живется. Вот, как-то так. Но если брать вот эти крайности, они проявляются даже не только по отношению к родине, национальности, они еще в духовном плане тоже проявляются. В духовном плане абсолютно. Потому что вот человек, когда, допустим, в религию заходит, он начинает опять в религию, то есть его может унести в очень тяжелые, в радикальные формы. Поэтому золотая середина должна быть во всем. Вот должна быть в чем? Когда знание, например, без духовности, без веры превращается в материализм. Человек начинает, как в «Мастера и Маргарита», да, отрицать все и вся. И такой становится очень неприятный человек, очень тяжелый человек. Такой он, да, рационалист и так далее. А вера без науки превращается в радикализм. Радикализм не есть хорошо. Типа, сейчас осуждаю, да? Почему? Потому что человек там сидит и такой правдоруб, все остальные грешники, а я тут такой один. Это тоже гордыня. То есть, что в первом случае гордыня от знаний, да, типа, я такой самый умный здесь, вы там, то есть, этого хает верующий человек за то, что как в 21 веке можно верить в Бога, вы там в средневековье живете. То есть, это тоже гордыня, типа, я круче, я такой знающий, молодец. А здесь гордыня, ты такой тупой, ты Бога не видишь, ты вроде бы такой умный. Гордыня уже от веры, что якобы Бог меня избрал, богоизбранность. Блин, правда, она в золотой середине, где у тебя есть и научное, мировоззренческое познание, да, потому что в светскость общества должна быть, да, чтобы все в нем могли нормально существовать, но при этом духовность должна быть, да, потому что человек не может опираться, то есть когда ты один на один с собой остается, Конституция перестает для тебя существовать, то есть законы, да, существует только твой внутренний моральный компас. Вот, например, я сам с этим столкнулся. В Казахстане были, например, январские события. Когда определенная потеря какой-то власти, контроля происходит, человек может совершать очень... То есть почему вот эти погромы происходят? Бесконтрольность и анонимность. Более того, я сам, знаете, как это прожил? Один раз электричество отключили в фитнес-клубе. Причем в самом элитном фитнес-клубе, очень дорогом фитнес-клубе Казахстана, в Алмате, Invictus саду. Отключили свет. Шкафчики работают только посредством приложения электронного. В течение 10 минут все шкафчики были выломлены для того, чтобы забрать свои вещи. Это люди бизнес, то есть предприниматели, очень духовные люди могут быть. Но когда человек отказался от бесконтрольности, в анархичности, человек начал, открыл свою животную часть. Это всего лишь 10-15 минут было, я клянусь. И для меня, у меня же мурашки, когда я говорю, я когда это увидел, для меня это было невероятно такое. Я просто об этом читал, естественно, но я увидел это воочию, да. И по факту, если почитать об этом научные труды, допустим, Зимбардо, эффект Люцифера, Стэнфордский эксперимент, мы видим, что каждый человек, или почему нацистская Германия могла вообще существовать, а потом, когда все закончено, они такие, мы вообще не поняли, за кого мы голосовали, как мы это поддерживали. Человек, потому что сам в себе не знает, что у него есть теневая сторона какая-то определенная, и каждый раз внутри каждого человека идет эта борьба между добром и злом. И просто человек выбирает сам внутри себя. Это не где-то там в книжках, это не где-то там в телевизоре, это не где-то там голосуешь, там плохой политик, это ты сам лично для себя решаешь. По сути, опыт Виктора Франкла и либо Солженицына, да, поведение в концлагерях показывает, да, нам, что человека можно оставаться даже в очень непростых, тяжелых обстоятельствах. То есть это возможно, но отнюдь не просто. То есть, опять же, да, я рекомендую вам, там не просто подкаст
посмотреть, а почитать именно, что такое Стэнфордский эксперимент. То есть, когда, казалось бы, Стэнфорд, опять же, очень классный университет, в рамках которого интеллектуальных людей взяли, то есть в какой-то небольшой срок сделали опыт, тюремный опыт для них воссоздали, причем иллюзорный, виртуальный, они уже себя проявили не самым лучшим образом. Причем они, опять же, после подведения итогов сами от себя этого не ожидали. То есть, но при этом там тоже человеческие мотивы тоже были. То есть, поэтому, опять же, да, вот эта борьба, то есть, или вот, знаете, если еще более научно-популярно посмотреть, точнее, как научно говорю популярно, вообще вот можете просто «Игру в кальмара» посмотреть. По сути, «Игра в кальмара» тоже прекрасный момент, показывается психология людей, как они себя проявляют в тяжелых обстоятельствах. Человеком остаться непросто. Поэтому быть человеком это действительно достойно. Это должно быть у человека очень сильное достоинство, да? Человеком остаться. Из эпоса «Урал Батыр» «Кишелек булган затыгыт», да, будьте человечны, условно говоря. Очень простая вещь, да, идея гуманизма. Но не простая, казалось бы, казалось бы, простая, да, но по факту всегда на есть практике. Обратная сторона. На практике всегда тебя шульген поджидает внутри тебя, который может поступить вероломно в тяжелых обстоятельствах. Да, но от него и не избавиться все равно до до конца жизни. Он тебе с телом выдано, и Урал Батыр внутри тебя, каждому человеку, и шульген. То есть внутри тебя всегда есть два волка, просто кого кормишь, и все. Да. Еще раз про твою книгу. В своей книге ты предлагаешь интересную методологию, по которой работаешь с людьми. То есть там 3 единства союза: мужская сторона, женская сторона и божественная сторона. Да, поделись. Да, концепция треугольника реальности. Да. Я вообще постоянно воссоздавал определенная концепция, но вот эта концепция, она для меня, во-первых, важно, чтобы людям все давалось очень просто. Во-первых, очень важно, чтобы любая концепция, важно, чтобы она была очень легкой и понятной для его использования. В этой концепции существует 3 угла треугольника, в которых самый левый нижний угол – это женская сторона, материнская часть, потому что мама тебе дарует тело, она его формирует, поэтому для ребенка мама весь мир, и мама всегда ближе, чем отец. Вот это так аксиоматично даже, да? Скажем, даже в религии, например, ислам, там, когда у пророка Мухаммада ﷺ спрашивают, кто тебе ближе, там, кто вообще ближе для человека, там, понятно, Бог-пророк – это естественная иерархия, но потом мама, а потом кто мама, потом кто мама, потом только отец. То есть, видите, да, как градацию, прям мама всегда она вот здесь вот. Потом второй – это вот отцовская сторона. То есть не в зависимости от пола, вот нашего пола, будь мы мужчинами, будь мы женщинами, внутри человека, естественно, есть и мужская сторона, и женская сторона. То есть женская часть, она отвечает за уровень счастья, за уровень счастливых построений взаимоотношений. Она такая нерациональная. То есть это вот как такой архетип, такой типичный, да, женщина, стереотипный такой, да, такой легкость, простота. То есть у человека должна быть она обязательно. А мужская часть – это про труд, про дисциплину, про акты агрессии, которые должны быть проявляться в рамках, например, спорта, в рамках, например, работы, да, уметь дожать, закрыть дедлайн, не подвести человека, держать слово, провести коммуникацию. Потому что, например, знаете, мужской мир же, он очень простой. То есть, как у нас мужчины воспитываются, да, я всю жизнь в мужских сообществах рос, в том плане, что в лицее, потом в армии 5 лет, офицер запаса я. Мужской мир, он очень простой. Допустим, говорят же, когда женщина, например, когда конфликтует, она границ меньше знает. И, например, она может, даже в детстве, там, в детском саду, если мальчик и девочка, она не рассчитывает свой удар. А мужчина свой удар рассчитывает. Почему? Потому что он знает, что на любое действие существует противодействие, то есть тебя могут на место поставить. Поэтому мужчины, например, в таких сообществах, они постоянно подсознательно слова подбирают, потому что нас на улице как научили. Если ты что-то неважно, какой-то духом там, и так далее, если ты что-то не то скажешь, тебе за базар надо ответить. А к девушке там другое отношение, условно, потому что ты не можешь на нее поднять руку, ты не можешь ей противостоять. И здесь иногда, вот сейчас почему феномен, да, то, что мужские сообщества начинают развиваться, потому что законодательный уровень, там, например, начинает уже, раньше, условно, женщины могли быть угнетенными, да, вот пошел феминизм, сейчас уже мужчины становятся угнетаемыми. Это факт, как есть.
Вот, поэтому есть женская сторона и мужчина, и они должны быть в балансе. Естественно, у мужчины должно быть больше мужского, вот, у женщины больше женского. Но это только нижний уровень, то есть нижний уровень основания. В рамках этого баланса мы должны это над собой работать. Вот, и настраивать правильный баланс. А дальше уже идет божественная часть, это духовный план, да? Он более сложный, но посредством познания вот баланса этого и божественным между материальным, если нижняя часть – это материальный мир, то верхний – это духовный план. Когда мы делаем определенный баланс, человек, любая его идея, мысль, она созидательна, она исполняется, так скажем, мечты сбываются. То есть, вот. Это в очень простых словах, естественно, да? Для того, чтобы понять это лучше там в пробуждении прийти, такая нативная реклама, но по факту, как есть, то есть женская сторона, мужская сторона, божественный план, духовный план, да, то есть, например, в рамках, например, ты в проект пробуждения приходил, над чем мы работаем сначала, у каждого человека есть определенный порог в данных, он заходит, и мы начинаем работать, то есть, если я смотрю там, например, там разборы же для этого и проводятся, концепции концепциями, но нужно еще разбор, а человек приходит, я там вижу, что человеку не хватает этой мягкости, почему, например, почему мужчина, например, забивает онкозаболеваниями, да, или склонен к суициду мужчина, или, например, там на всякие военные конфликты он идет. Почему? Потому что это инстинкт, идет умирать, грубо говоря, человек. То есть почему? Потому что он не может поделиться теми переживаниями, потому что что, как слабак, что ли, что, как лох, что ли? Нельзя же быть уязвимым, да? И из-за этого мужчина там страдает очень сильно. И ему, значит, необходимо немножко вот этой мягкости дать, терпимости, мягкости, где-то поделиться своими переживаниями, сложностью. То есть это забывается. Это просто не обговаривается на самом деле. Хотя очень много суицидов в мужской части населения. То есть даже по статистике даже больше 2/3. То есть представьте, это огромное, это даже не обсуждается. Хотя это очень тяжелая проблема. А женщина, наоборот, иногда у нее там есть легкость, например, может быть, ей нужно, например, какие-то качества для того, чтобы условно где-то какую-то задачу добить, закрыть. Потому что чтобы где-то себя условно могла она прокормить. Мало ли она останется без попечителя, без мужчины. Но при этом иногда, наоборот, они становятся слишком сильным таким тестостероном и не могут замуж выйти. Почему? Потому что она не может быть женщиной. Женская часть хромает. Но иногда в человека и это нормально, а чего-то не получается, какие-то циклы не закрываются, потому что духовный план отсутствует. То есть это уже другой уровень эволюции, да? И, собственно говоря, если ты там свое развитие посмотришь, ты, наверное, обнаружишь, что в какой-то период жизни ты вот это вкачивал, где-то творческий, например, женский потенциал, пошел там дебаты где-то, потом мужской потенциал, работать там и так далее. И вот как раз, когда ты к нему прошел, я тебе просто добавил этот духовный план, и все, ты полетел, у тебя сразу пошли результаты. Так и есть. Помню, 23-й год, май, я прописывал образ в рамках как раз-таки проекта, и он совершенно не был похож на реальность. Я вроде тебе тоже пересылал, то, что там у меня столько-то проектов, я занимаюсь именно комьюнити-менеджментом, да, и по сути сейчас, да, я там старший комьюнити-менеджер, там начальник отдела, работаю на неплохой должности, и то есть я все равно к этому пришел, то есть тот образ, который был описан, в точном образе сбылся именно вот через ровно столько времени, сколько было написано. То есть, и если в первый проект, когда я заходил, это как раз-таки была, я сейчас это понимаю, то, что как раз-таки была материнская сторона, больше такой легкости, духовности. Потом, когда я во второй раз зашел... Духовную пошел, да, духовную, потом точка силы, когда проект, тогда случилось так, что прокачка как раз-таки мужской силы, то есть в рамках проекта там я свой, условно говоря, доход там X 3 раза увеличил буквально за 2 месяца, хотя вообще ожидания были совершенно иные, но каким-то образом это произошло. И ровно там спустя через 2 месяца как раз сбывается тот образ, который описан у меня в книге, там, условно говоря, в тексте. Это даже знаешь, здесь даже не то, чтобы я там учитель такой крутой, молодец, да, а по факту, опять, это же все игра, жизнь игра, да? Да. Жизнь игра. И вот в рамках вот этой игры, то есть не существует никого, кроме тебя и Бога, потому что все остальное – это декорации. С точки зрения квантовой физики, если я сейчас из этой комнаты выйду, ты не можешь гарантировать мое существование. Возможно, я просто, то есть, да, это квантовая физика все это объясняет. И в рамках этого, то есть я это тоже в книге описывал в поисках источника, что можно констатировать? Почему люди, например, когда говорят, там, условно, там, на консультацию пришли, или там на проект записались, например, уже результаты пошли. И они говорят, как это вообще работает? Типа, рационально это нелогично. Да, по факту это там в Коране написано.
Всевышний не изменит положение людей, пока они не изменят самих себя. То есть, по сути, человек, когда, например, условно вступает в поле, принимает уже решение, например, то есть он же преодолевает свою гордыню, ты же говоришь, там у тебя знакомые есть, которые не могут попасть. То есть он в этот момент принимает решение, то есть это не плюс не для меня, а по факту это в его личной игре, которая у него в голове, у каждого человека какой-то мультик себе нарисовал, он в своем мультике сделал шаг по отношению к своей гордыне. Он признал в себе какие-то вещи, на которые он захотел поработать. И из того, что он тупо просто вот это решение принял, у него уже начинается событийный поток результатов пошел. Это вот очень интересная вещь. Или, например, я раньше не понимал, почему, например, важно, ну, то есть вообще в целом, какой смысл, например, лететь, например, условно, с паломничеством в священные места? Это же денег стоит. Ты же вместо этого можешь на Мальдивы еще куда-то поехать, например. Да просто потому, что ты бабки поставил на это. То есть ты пошел, какую-то часть времени, ресурсов выделил на это. Значит, ты это посчитал важным с точки зрения метафизики. И у тебя какие-то изменения пошли. То есть это даже если вы там не верите в какое-то духовное, это даже логически можно объяснить. Даже, ну, иногда такие вещи можно объяснить, потому что вот, то есть это просто вот определенной степени работает. Но опять же, да, знание, это как укладывается во фразу: учитель приходит тогда, когда готов ученик. Если там ученик готов, то ему это открывается. То есть вот и все. Просто надо в себе это решение принять. Да. Прежде чем перейдем к завершению, немного, возможно, личный вопрос. Давай. Мы сейчас с тобой проживаем жизнь в Центральной Азии. Последние, там ты в Алмате, я в Ташкенте непосредственно. Центральная Азия, Алматы, Казахстан. Какие инсайды за эти годы? Что ты нового для себя, может быть, узнал, открыл? Вообще, судьба интересная штука, да, потому что, но сейчас, на данный момент времени, для меня, вот я почти во всех странах Центральной Азии уже побывал, кстати, то есть, когда для меня зарубежье открылось, там, загранпаспорт когда сделал, был во всех, кроме Таджикистана, по сути, вот во всех странах. Для меня лично, вот Алмата, это такой очень комфортный, приятный город в рамках жизни, потому что природа рядом, горы рядом, очень в такой доступности. У меня очень много там друзей, знакомых, клиентов. И это мне позволило сделать определенный буст в рамках духовности, сам переезд, осмысление каких-то новых знаний открылись, обрел много классных друзей, знакомств. Это такой, знаешь, я выбрался из определенной парадигмы. То есть я там в свое время, там условно родился, там история Золушки, да, родился в деревне, там в селе, потом поступил в лицей, мне было 13 лет, потом уже начал рано сепарироваться, да, от родителей. Потом с лицея я уехал в Санкт-Петербург, там 5 лет, в военно-космической академии. После Санкт-Петербурга я женился, переехал в Москву, то есть это следующий этап, Москва, то есть столица, да, там уже, получается, прожил почти полтора года, и вот оттуда уже переехал, уже, получается, в Алматы. И вот когда я сейчас путешествую, да, я, допустим, думал, следующий уровень, например, условно, после Алматы, это куда, например, Дубай, но Дубай мне не нравится по климату там и так далее, и вот Алмата для меня сейчас самый такой оптимальный город в рамках моего личностного развития, в рамках моего духовного роста, в рамках моих там знакомств, в рамках спорта. Мне там очень нравится спортом заниматься. Я в горы хожу, альпинизмом сейчас занимаюсь. Там, я Ironman там сделал, да. То есть прекрасный город. И, например, если смотреть с точки зрения тюрков, вот Центральной Азии, сейчас тюрки вообще, сейчас опять ренессанс тюрков какой-то происходит, ну это видно заметно, да, я не пантюркист, да, вот, я вообще за всех людей, но в рамках, например, вот этой идентики, мне все равно приятно смотреть, как все это развивается, как это происходит на глазах, и ты даже где-то становишься к этому соучастным, да, вот, поэтому мне Алмата, Казахстан очень сильно нравится, мне нравится менталитет очень близок, там, да, вот. Но при этом рядом еще есть Кыргызстан. Вот Кыргызстан мне очень нравится. То есть они тоже очень сильно похожи, да. Вот, например, по менталитету, да, еще более там, да, скромные такие, скажем, да. Если казахи, они такие более открытые, достигаторы такие, то здесь они больше такие образ Манаса, да, такие скромные в себе, но это тоже рядом. То есть такое местоположение классное, что условно, когда тебе нужно в Бишкек, то там ехать 3 часа. То есть потому что когда в Бишкек приезжаю, там тоже там за 2 часа ученики могут собрать 50-100 человек. Да, и они к тебе очень уважительно относятся. Вот, слушают, и в Алмате там проживать тоже замечательно. То есть поэтому какие инсайты?
Ну, кстати, много чего можно научиться в рамках открытости, в рамках трендсеттеров, то, что очень классно крутых людей, как, например, Айсултан, или там как люди, которые добиваются высот, там, или Димаш, да, высот на мировой арене. То есть это очень круто, да, что можно вот так. Вот. Плюс развитие в рамках мирового сообщества, то есть очень хорошо интегрируется. И мне еще что нравится, они очень открытые в рамках путешествий. То есть они очень много путешествуют. Ну, понятно, что им там разные слои населения есть, но в своей массе они очень легко летают куда-то. То есть такие прям кочевники до сих пор это сохранили. Поэтому мне все нравится. То есть я очень благодарен там, где я нахожусь, тому, что я нахожусь. Вот интересно, да, в рамках там той парадигмы, ну, ты, например, в Ташкенте, ты видишь одну картину, там ты находишься в Узбекистане, ну, преимущественно с узбеками общаешься здесь, а я нахожусь там в Казахстане, преимущественно там в Алмате общаюсь с казахами. То есть это очень интересный опыт. Я думаю, прекрасный опыт. И вот в рамках донесения пользы для общества, условно там, или для своего народа, и для мира, то есть, мне кажется, когда ты можешь соприкоснуться, увидеть что-то новое, да, это гораздо полезнее, нежели соответствовать поговорке, где родился, там пригодился. То есть гораздо лучше расширять границы своего сознания. Ну, и если в этом будет потребность, может быть, вернуться и дать пользу уже с тем миропониманием, с тем мироосознанием, которое есть. Почему, например, сейчас Центральная Азия расцветает? Потому что поколение молодых людей, которые подрастает, их родители, там, или существовали программы, которые отправляли детей учиться за рубеж, прям грантовались. Очень много кто учился в Англии, например, моих знакомых, твоих знакомых. То есть, и, естественно, у них уже образование соответствующее. То есть, они потом возвращаются в рамках своего там какого-то патриотизма и уже начинают улучшать жизнь у себя. Допустим, если брать, опять же, да, у тебя, например, основная аудитория башкир, если брать башкир, но у нас этого нет. Ну, как есть, у нас этого нет. А самый известный – это, опять же, Ахмед Заки Валиев. А почему? Потому что он смог своевременно сепарироваться, расширить свою картину мира. И, ну, понятно, что вернуться не мог в рамках политики, но с точки зрения образа он уже очень много пользы принес. Вот и все. Ну, частично проявляются. Сейчас есть интересные кейсы, за которыми можно наблюдать, но точно не массовая история, как, допустим... Да, все потихоньку. Ко мне вот очень много ребят, например, приезжают, и там вопросы задают, общаются, и как бы классно, и к тебе там могут приезжать знакомые, друзья там из Уфы и так далее. Ну, вопросы задают, что делать, как делать. Я говорю, развиваться, читать. То есть, потому что первый приказ Всевышнего в рамках, например, Корана – это читай. Икра, познавай, то есть важно познавать мир. Акмулла, Абай, такие просветители, они всегда топили за знания, топили за знания, даже более духовные, так сказать, да, вот это именно то, к чему, то, о чем мы говорили в начале, по сути, мы сейчас этим и завершаем. То есть именно человек должен познавать этот мир, познавать себя, тогда он может улучшить, через улучшение себя, понимание этого мира, улучшить мир вокруг, не кормить Азрака, не кормить Шульгена, не кормить злого демона внутри, а именно быть на стороне света. Ну, по сути, ключевые твои изменения происходили во время переездов, именно такие. Ну, так скажем, смотри, история, она, во-первых, циклична, во-вторых, важно понять, что переезд, вот с точки зрения, например, религии, он тоже поощряется. И вот есть такое понятие хиджрат, что у тебя баракат. Да. Почему? Потому что, например, давайте так, как бы кто к ним ни относился, например, есть такой народ, евреи. И вот, говорят, богоизбранный народ, да, условно, они себя так называют. Ну, понятно, что там сейчас много конспирологии, много хейта, много антисемитизма, но если отдать им должное, Forbes они, самые влиятельные люди они, как оно и есть. И, к сожалению, мы там видим сейчас геноцид, который там происходит на глазах у всех, у миллиардов, и никто с этим ничего поделать не может. А почему такого происходит? Да потому что они, во-первых, держатся сообществом, это во-первых, а во-вторых,
их постоянно отовсюду изгоняли, и переезжали, и они научились быть адаптивными. То есть, и они, на самом деле, ты даже иногда можешь не понять, что это евреи, потому что они очень быстро адаптируются, адаптивно, ассимилируются в пространстве. То есть, и у них очень много парадигм, там, условно, там, исламская, римляне, там, советская, там, сям, европейская, то есть, они везде, да, и Фрейд был евреем. То есть, вот, ну, очень много здесь и сама концепция книги адаптивности Насим Талеб тоже непосредственно. Насим Талеб, антихрупкость. Это важно осознавать. Да. Поэтому переезды, да, это почему? Потому что, опять же, если мы говорим в рамках треугольника реальности, который мы сегодня обсуждали, в рамках этой концепции, переезд, он непосредственно связан именно с третьей, с божественной частью. Потому что ты учишься доверять. Ты не знаешь, как оно будет, что оно будет. А доверие, доверие, до веры, вера во что? Ну, естественно, в духовное, да, в потустороннее, да, как в суре Аль-Бакра, то есть потустороннее, а это до веры, то есть вера сама по себе, но это еще до твоей веры, то есть это еще и крепче, и глубже твоей веры. И доверять Богу означает, что ты не боишься, что ты там останешься ни с чем и так далее. Ты доверяешь Ему и переезжаешь, например, условно, да, или что-то делаешь такое. То есть это не в зависимости даже, вот, доверять, это можно, когда ты рискуешь, когда женишься, рискуешь, когда детей заводишь, рискуешь, квартиру покупаешь, машину, уровень жизни, какой-то проект запускаешь. Ты учитываешь все вот эти риски. И ты доверяешь. И просто во время переезда вот это слово доверие, оно раскрывается. Да, таваккаль. Да, таваккаль, да. И поэтому не сказать, что именно переезд так сильно повлиял. То есть вся жизнь такая была. То есть, ну, потом, как история Колобка, да, сначала я сепарировался, уехал в лицей, потом в Петербург, потом в Москву. То есть ты постоянно растешь. Человек вообще создан, и смысл его именно в развитии, в познании себя. То есть это просто с точки зрения божественного плана, ты потом видишь массу плюсов, да, того, что произошло. Понятно, что никто не хочет войны, да, в песне, как в песне Джеки Чана «Час пик». Кто хочет войны? Никто, конечно, да. Но в любом случае это обстоятельство, оно там позволило новые парадигмы увидеть, новый план развития и так далее. То есть мы в таком мире живем. Поэтому это просто один из этапов. Не сказать, что это вот все поменяло. То есть это просто один из этапов с точки зрения духовного, логичный этап. А ты в моменте можешь, конечно, переживать, потому что, условно, на тот момент в Москве я уже был на очень определенных сильных кондициях, и популярность была, и признание, и заработок. То есть, а тут поедешь, ты едешь, не понимая куда. Но это сделало мою жизнь, мое развитие еще лучше, следующий этап. Возможно, этот этап будет еще дальше, еще дольше, еще глубже, но посмотрим, как оно будет. Отлично. Перед завершением, с твоего позволения, у тебя есть принципы жизни, 6 принципов жизни, насколько я помню. Я их записал, если что. Давай, можешь зачитывать. Да, я могу зачитывать. Зачитай, пожалуйста. Да, хотелось бы, чтобы поделился и рассказал про них. Я их записывал еще... Выпускной был, кажется, проект. Я помню, да. Вне зависимости от ситуации, первый принцип, вне зависимости от ситуации, в которой попадаешь, используй ее по максимуму. То есть... Да, это... Ты будешь зачитывать, я буду объяснять. Да, давай, первый принцип, да, это независимость от ситуации, используемая по максимуму, это означает быть адаптивным. Это означает, если я не люблю вот эту книгу Дейла Карнеги, но по факту там есть очень классная фраза, которая, если жизнь дала тебе лимон, сделай из нее лимонад. Мы не выбирали там родиться в такой семье, бедный или не бедный, мы не выбирали попасть в ту или иную политическую ситуацию, но необходимо ее использовать, потому что это как математика, это игра. Тебе дана миссия, тебе необходимо ее пройти. То есть, да, понятно, и тебе необходимо учитывать все факторы. Это принцип, кстати, в треугольнике, второй, это мужская часть, что ты, условно, если там ты работы лишился, а у тебя семья голодает, ты еще будешь сидеть смотреть, как они голодают, и идти бухать? Да нет, конечно, тебе, значит, нужно что-то предпринять. Вот. Отлично. Второй принцип. Давай. Делать сильно. Это принимать решения и точка. Не съезжать. Да, принятие решений – это то, что сейчас на самом деле находится в дефиците у людей. Люди очень нерешительные, люди боятся. Их можно понять, потому что сейчас времена такие, что обстоятельства очень быстро меняются. В рамках этих переменных очень мало данных.
а человеку важно опереться, чтобы точно успех был, или чтобы точно был хороший твердый результат. Потому что он видит любое решение рискованным. Сейчас молодые люди боятся брать ответственность, жениться или еще что-то делать. Почему? Да потому что думают, что там его обманут, там его предадут, или что-то еще произойдет. Это там тоже у этого корня есть безотцовщины. Но если ты решение принимаешь, нужно его дожимать и твердо на этом стоять. Или, например, если ты твердо принял решение перестать пить алкоголь, зачем ты себе мосты оставляешь ты съехал, а потом на следующий день тебя опять, ты что-то меня не уважаешь, и ты заново в это скатился, или на наркотики, или в лудоманию. То есть, если ты принял решение, придерживайся. То есть, важно делать сильно, потому что это сильное качество, которое очень сильно тебя, воспитывает твою волю, так скажем. Отлично. Третий принцип. Не оставлять себе выбор. Если озвучил обязательство, то твердо за него держаться. Если ты когда-то дал слово, понятно, что сейчас я уже в этом принципе немножко более адаптивен стал, потому что разные ситуации бывают. Если что, с человеком надо договориться. Но при этом я всегда за то, чтобы, например, в работе, так или иначе, ты можешь сталкиваться с подрядчиками, с партнерами. Очень важно делать на максимум из того, чтобы успеть навстречу. Если ты встречу назначил, ты обязан туда успеть. Но если не получается, ты должен все сделать. Но очень люди сейчас очень легко относятся к обязательствам. Или ты подрядчик какой-то нанял, ты договорился на этот дедлайн, а он тебя подвел. Как так делается? Он даже не подозревает, например, сколько у тебя процессов на этом завязано. То есть и все в конечном итоге пострадают. И ты с этим человеком даже больше, скорее всего, дела не будешь иметь. Поэтому очень важно, если ты обозначился, то есть придерживаться этого, а не просто съезжать куда-то лицемерно и Но при этом есть условия, иногда обстоятельства от тебя уже не зависели и охренеть как поменялись, то это важно обговорить. Но при этом сделать все равно на максимум. То есть на ту часть, которую ты можешь повлиять, и когда ты не можешь, там, где ты повлияешь, ты делаешь, там, где ты не можешь, там условно молишься и хотя бы на этом думаешь. Четвертый принцип. Не усложнять. Если ты такой умный, почему такой бедный? Иногда усложнение – это побег от реальности. Сейчас это век усложнения. Люди, особенно с чатом GPT, это проблема. Массу тупых людей могут делать вид, что они умные, И, действительно, люди усложняют любой результат. Условно, опять теология вспоминается. История опять с евреями, что-то у нас много, и про них мы еще не говорим, но опять же, им было дано, например, велено теленка принести в жертву, и они начали с Богом пререкаться, а какой он, а у него это что, а какого цвета, то есть они усложняли, по факту за этим усложнением скрывалось нежелание это делать, и все. В конечном итоге им пришлось это делать, но уже с такими большими потерями, а можно было не усложнять, упростить, потому что истина, на самом деле, она очень легко и истина, она очень проста, на самом деле. Просто, чтобы понять эту простоту, необходимо, конечно, хорошенько поработать, осознать смысл слов, потому что мудрецы, у них есть очень классные цитаты, но мы цитаты ни хера не понимаем. Откройте Амар Хайям или Руми, и мы начинаем прямо воспринимать. Он говорит, опьянело, как от вина. Мы воспринимаем прямо. Значит, пить, что ли, можно? То есть человек воспринимает, очень прямо, прямой нарратив. По факту необходимо понимать, что контекст есть, глубже копать. Поэтому необходимо учитывать этот контекст. Пятый принцип. Самоанализ и постоянный рост. Почему, если что-то со мной произошло, и как это меня усилит? Самоанализ – это умение выйти из комнаты и посмотреть, и не жить по принципу «я самый умный», Потому что человек, как я говорил в этом подкасте, он склонен думать о себе только самое хорошее. И это заблуждение, которое человеку и его, во-первых, его окружение доставляет массу неудобств, потому что человек, в рамках коммуникации друзья даже, очень мало могут, и особенно мало знакомые, очень мало могут передать тебе каких-то нехороших данных о тебе. Если ты условно в чем-то промахиваешься, они об этом не говорят. Потому что есть этикет, боятся обидеть и так далее. Я не говорю про хейтеров. Есть хейтеры, которые бестолково просто лишь бы тебя задеть, на это. Даже у этого можно, конечно, научиться. Поэтому самоанализ, он позволяет постараться посмотреть, увидеть на себя со стороны. Это очень непросто. Мы потому что всегда видим, как другим надо. Но очень часто, когда мы говорим другим надо, это тебе надо, скорее всего, а не другим. То есть ты всегда должен воспринимать других как зеркало,
желательно стараться, то, что ты другим советуешь, сам придерживайся, это непросто. Вот, поэтому самоанализ позволяет тебе выйти за рамки предела этой комнаты и посмотреть на себя со стороны. Причем посмотреть очень честно. Вот эта честность с самим собой в рамках самоанализа позволяет человеку постоянно прогрессировать, расти в рамках своего результата, в рамках своего развития. Ну, раз отождествиться от себя, уйти. Это очень непросто, потому что мы себя отождествляем телом, да. И 6-й принцип – признание смерти. Ты унесешь только то, что ты оставил после себя, память о себе, кем ты был, что ты сделал, твои благие поступки. Ну, мы с собой, ну, это очевидно, да. По сути, кстати, вот эти принципы, вот ты, наверное, года 2 назад написал, это 2 года назад, но по факту ничего не меняется, потому что со временем знания меняются, поверхность меняется, суть не меняется. Здесь то же самое. Помни о смерти, да, помни о смерти. В фильме есть «Общество мертвых поэтов». Классный момент. Если можно вставить, это можно вставить. Давай. «Общество мертвых поэтов», когда он берет детей, там, старшеклассников, и подводит к картине. И говорит, что вы видите, что вы смотрите. Ну, то есть он прям такой учитель неординарный, такое «Общество мертвых поэтов». Робби Уильямс. Они смотрят на картину. Они говорят точно так. Они говорят, на фотографии это ваши ровесники. У них были амбиции, у них были планы. Но сейчас они просто накормили землю. Удобрили землю. По факту. То есть они не смогли избежать смерти. Никто не может избежать смерти. И это и в эпосах видно опять, да, Гильгамеша, Урал-Батыр, то есть бессмертие. То есть, потому что от бессмертия даже больше вреда. Когда ты помнишь о смерти, например, это тебе позволяет быть более в фокусе и понимать, что то материальное и та суета, куда ты спешишься постоянно, ты этого своего не сможешь забрать. Ну, а тебе оставится какая-то молва, какая-то память. По факту даже не это самое важное. А важно тот опыт, который ты прожил. Он был созидательным или разрушительным для других. Вот и все. Вот в этом вопрос. Потому что, например, если когда ты будешь в Европе, ты заметишь, что они же такие, они очень интеллектуальные, они очень воспитанные, да, в рамках. И западные люди, они будут улыбаться. Но в этой улыбке, конечно, не будет искренности. Ну, в любом случае, это есть определенные параметры. Но если ты, например, условно с немцем начнешь разговаривать о смерти, это дикий моветон. Они пытаются сразу же убежать от темы. Почему? Они боятся рассуждать о смерти. Потому что, когда у тебя нет духовности, смерть – это очень страшно. Представь, ты в небытие уходишь. Ну, что может быть страшнее, чем небытие? То есть ты сейчас в бытие, а ты уходишь в небытие. Это очень страшно. Поэтому о смерти они вообще не рассуждают. Поэтому, когда ты размышляешь о смерти, это позволяет тебе понимать, что ты конечен, и твое тело конечно. Да? И вот в рамках вот этой конечности ты можешь понимать, что важны не только какие-то материальные мотивы там, и так далее, а важны духовные мотивы. И неважно, какого масштаба личности ты человек, даже хотя бы внутри своей семьи будь человеком ты, будь достойным человеком, а не тварью, абьюзером там, или еще кем-то, диктатором, авторитарным, который постоянно пытается самоутвердиться за чужой счет. Поэтому помнить о смерти – это хороший принцип, который ты понимаешь, что мы сейчас можем подкаст записать, через минуту метеорит упадет, нас нет, подкаста тоже нет, этого небытие ушло. И помнить об этих вещах позволяет человеку следить за базаром, фильтровать свои поступки и так далее. И все-таки, потому что быть в зле, это модно быть в зле сейчас, потому что вот по Пелевину, да, Вампир Вэйон это прекрасно описывает. Быть в зле, быть материалистом, быть только там, не знаю, заниматься сексом постоянно со всеми женщинами там, и с противоположным полом, идти по головам, предавать. Это легко, по факту. То есть быть животным – это легко. Быть хайваном, да? Быть шульгеном – это легко. В краткосроке. Но в долгосрочности нет. Это как сорваться на бургер при диете, сорваться на что-то, да, это легко это сделать, на самом деле. И ты кайфанешь в моменте. Но с собой ты заберешь то, что ты чмо, что ты вот очень плохой человек. А по Пелевину, да, мы видим, что нас в это погружают. Быть в зле и в составе тьмы – это как будто бы вступить в единственную правящую партию. Если ты условно хочешь быть во власти, тебе логично вступить только в единственную правящую партию, потому что по-другому ты не сможешь быть во власти. Тогда ты вступаешь и принимаешь правила игры, подстраиваешься, будешь конформистом. Это легко. А быть хорошим, светлым человеком – это какой-то, человек не хочет
усилия, да, прикладывать, это необходимо подумать, это необходимо над собой работать, это необходимо усилия прикладывать. Поэтому просветление – это работа. Быть светлым – это работа. Это не просто, но зато в долгосроке она принесет тебе гораздо больше активов. Поэтому, например, при своей работе, и даже мы подкаст записаем, я понимаю, что я ответственность несу не только в рамках там материальной репутации там, и так далее, да, баллов себе набрать, такой молодец, умный парень, духовный, там, классно втирает, да, но я понимаю, что я приду потом дома, я буду с женой один на один, например, там, и потом с детьми своими, да, то есть там я уже не смогу в маске сидеть такой крутой, умный. Там тебе приходится сталкиваться с детскими какашками. Там тебе приходится сталкиваться с бытовыми вопросами. И вот там, как ты себя проявляешь, вопрос, когда камер нет, когда все отключено. Вот это самое главное. Когда ты идешь один по улице, там собака голодная, накормишь ты или не накормишь. На камеру ты там благотворительность, вау, столько я пожертвовал, молодец. А ты на один с собой можешь, нет? То есть вот это гораздо важнее. А когда ты учитываешь духовность, ты понимаешь, что все записывается. Есть зритель, который постоянно тобой наблюдает, потому что он тебя создал. Потому что никого не существует, кроме тебя и его. И вот это позволяет человеку быть. А когда ты делаешь это не боясь наказания, а от любви, это самый высший уровень. Это то, к чему надо стремиться. Поэтому самое главное в нашей жизни – это искренность. Потому что искренность – это то, что нас приближает к Создателю, к классу, да, к Создателю. И вещи, которые делают с искренностью, они всегда получаются. Быть, а не казаться. И последнее. Как ты определяешь свою миссию в этом мире? Освобождать людей. Освобождать людей от ограничений. Допустим, с точки зрения самого банального, от ограничения в голове, от каких-то установок, которые человека тянут, которые там, когда человек, например, не сепарирован, позволите помочь ему сепарироваться. Когда человек, например, мечется, не может заработать больших денег, помочь ему заработать эти больших денег. То есть, освободить его от этих оков ментальных, да. Вот. А если мы говорим о более глубоких духовных вещах, освободить его от его каких-то некоторых пороков, помочь ему от них избавиться. Потому что проблема-то в чем? Человек думает, что, например, Коран наизусть выучил, что вот он такой крутой. Ты молодец. Но ты живешь по Корану или нет? То есть, там, условно, ты живешь по этому священному писанию. Внедрить и жить по нему, да, это не значит выучить наизусть. В рамках формы ты молодец, но живешь ли ты по этому, да? Потому что люди слишком сильно ушли в форму. Поэтому сейчас чат GPT – это крутая вещь. Все заменяет, да? По факту просто сути люди не понимают. От нее уходят, от нее убегают, и там определенные силы, так скажем, да, человека сподвигают, уводят от этой сути. Поэтому, действительно, такой важный момент. И твой проект последний освобождает людей, путь к свободе. Путь к свободе, да. Потому что чем свободнее человек, он понимает свои установки какие-то, чем он становится свободнее, он видит себя со стороны, у него появляется выбор. Потому что, по сути, Бог наделил человека свободой воли. Вот и все. И надо человеку эту свободу воли предоставить. Вот и все, то есть это все просто. Я хочу быть к этому сопричастным, позволить, чтобы у человека была свобода воли, выбирать, кого он действительно поддержит. Не что ему навязали, не какие-то силы, да, подставили ему плечо, чтобы он этот выбор и думал, что он это выбирает, а позволить человеку разобраться в этом и делать этот выбор более осознанно. И я стараюсь, чтобы этот выбор он был более светлой стороне, потому что темных сил и так много. Я хочу немножко баланса добавить, людей освободить от этих рамок и создать более какой-то некоторый противовес. Просто если нет, то кто-то другой этим займется. Просто я вот здесь, в этой части. Да? Поэтому я себя не отождествляю вообще в целом полностью, да, с башкирами, с тюрками и так далее, с мусульманами еще что-то. Я для людей хочу это делать. Мне не важно, какой ты национальности, какой ты веры. Главное, что ты человек. И у тебя есть желание работать. Тогда я тебе буду помогать. И буду делать это посредством разных механик. И сейчас, например, я это делаю через божественную комедию Данте Алигьери. Тоже классно получается. Поэтому как-то так работаем, освобождаем людей, стараемся, делаем все, что в наших силах. Да, спасибо большое. Тебе огромное Я спасибо. очень благодарен за то, что ты приехал, согласился. То есть было давние намерения, да, подобное что-то сделать. И дай бог, что многие посмотрят, то есть количество людей, которые освободятся
станет больше. Спасибо тебе большое. Ну, я вообще думал даже, да, вот в моменте. Очень хорошие вопросы. Прям, то есть вопрос красота в глазах смотрящего, да? Условно, интервью не состоялось бы без хорошего интервьюера, который задает очень хороший, точный вопрос, то есть который позволяет раскрыться человеку. То есть это тоже был взаимообмен. Вот поэтому тебе спасибо. Я тебе благодарен, да? Это случилось благодаря тебе. Я думаю, можно было много разбирать, потому что каждый вот этот этап с момента 23-го года, там, с пробуждения 9.0, там очень много интересных и кейсов, случаев, которые можно еще отдельно разбирать. Да. Но это отдельная такая долгая история. Но я думаю, мы разобрали суть, особо какие-то трепещущие вопросы, которые хотелось бы донести. Да. И все. Рахмет. Спасибо тебе большое. Рахмет. Да. Все. Все.